Мы же не будем тут двигать стульями, шуметь, да, и приходить с места. Все? Также добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наше собрание. Очень рада приветствовать тех, кто здесь сидит, находится. Очень рада приветствовать тех, кто находится онлайн. Уже 36 человек у нас присутствует. Я думаю, что еще больше зарегистрировалось, кто может потом постфактум посмотреть видеозаписи. Очень приятно видеть здесь Эмилию Исаевну Биланову, которая отозвалась, да, на нашу проблему, она разделяет с нами ее. Светлана Анатольевна Ныркова, да, примет участие сегодня в обсуждении наших вопросов. Поберезская Вита Федоровна также будет принимать участие, да, и Екатерина Модестовна Куликова, да, извините, пожалуйста, фамилию не забыла. Может не знать всех. Да, Куликова Екатерина Модестовна, тоже, да, методист. Да, значит, ну вот, наверное, начнем с того, что озвучим наши вопросы, которые вынесены сегодня, да, на повестку дня. Второй слайд включить. Тоже третий включился. Просто долго, медленно загружается, да? Просто на экране отображается пустая картинка. Значит, первый вопрос, который мы сегодня с вами будем обсуждать, это реализация технологий числительного метода на современном уроке. Но мы его поставили вторым, да, то есть логику немножко перестроили. У нас на слайде так выстроено. Логику немножко перестроили, поэтому сначала мы начнем, конечно, обсуждение вопроса актуальной проблемы аттестации учителей начальных классов Республики Коми. И приглашаем для обсуждения по этому вопросу Ныркову Светлану Анатольевну, заведующую Центром аттестации педагогических работников Коми Республиканского института развития образования. Светлана Анатольевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас в педагогической, да, сообществе уже стало доброй традицией в течение января, вот теперь уже закончился февраль и начался март, да, знакомить представителей РМО, да, просто учителей, которые включились в эту работу, с теми тенденциями, да, в аттестации, которые сложились в Российской Федерации, да, и с той моделью аттестации, которая действует на территории Республики Коми. То есть вот этот заход в рамках встречи учителей начальных классов, да, представителей РМО не случайен, да, он по сути проблемный, потому что вот такой окончательный переход к той модели аттестации, которая действует на территории республики, мы сделали как раз проанализировав портфолио учителей начальных классов и выявив ряд проблем. В большей степени о проблемах будут говорить вот мои коллеги, которые находятся здесь, да, многие из них являются экспертами аттестационной комиссии. Вот. Но сейчас я хочу ваше внимание обратить вот на те тенденции, которые сейчас сложились в Российской Федерации, могли ввести в заблуждение наших учителей. И вот чтобы снять напряжение, связанное с заблуждениями, чтобы выстроить, да, определенную тенденцию, связанную с нашим профессиональным развитием, определенную, да, информацию я сегодня озвучу. Во-первых, уважаемые коллеги, я напоминаю, что у нас с вами летом 2017 года появляется такой документ, как дорожная карта. Дорожная карта является планом, сопровождающим президентскую инициативу «Национальная система учительского роста». В дорожной карте прописывается разработка, апробация, анализ и последующее предложение к внедрению единых федеральных оценочных материалов. Оценочные материалы, которые предполагается будут действовать на территории Российской Федерации после 2020 года, они разрабатываются рядом российских вузов, академий, да, Российской академии образования. На сегодняшний день они апробированы в 13-17 регионах Российской Федерации. Апробация шла в режиме
схожим с единым государственным экзаменом. Другими словами, учителям раздавались оценочные материалы, после чего, да, после выполнения работы результаты собирались. То есть, другими словами, в регионах-пилотах, вот те самые 13 до 17 регионов называется периодически, оценочные материалы также не остались. Нам эта информация стала известна также совсем недавно, в середине декабря 2017 года, да, были представлены некие результаты. Результативность такой апробации оценочных материалов очень схожа с теми результатами, которые мы получаем по одной из форм аттестации наших учителей, аттестационный экзамен. То есть и там фиксируются проблемы с предметной, методической, психолого-педагогической компетентностью учителей. Вот. Теперь я напомню всем присутствующим, что на сегодняшний день подразумевает под собой инициатива «Национальная система учительского роста». В этой инициативе проектируется измерение учительской компетентности по 4 составляющим: предметная, методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная, с одной стороны, и с другой стороны предполагается дифференциация по должности учитель в ракурсе учитель, старший учитель, ведущий учитель, ну и так далее. То есть обратите внимание, что если это так, то единые федеральные оценочные материалы должны носить уровневый дифференцированный характер, подразумевающий измерение компетентности, соответствующей той или иной дифференциации статуса должности учителя. Итак, что нам показали в декабре вот на конференции, которая проходила на базе МГППУ? Нам показали некоторые фрагменты заданий по предметам русский язык и математика. И нам показали, ну, может быть, 2-3 кейса по психолого-педагогической компетентности. На тот момент не удалось увидеть ни уровневости, ни дифференциации, ни, ну, скажем, какой-нибудь вот особой четкости в этих материалах. Поэтому действительно, да, приходится, наверное, констатировать, что ранее 2020 года изменений в нашей аттестации не произойдет. Но, естественно, мы, как и любая провинция, наверное, Российской Федерации, да, немного, да, опережаем центр. Мы провели, да, вот, в том числе с участием здесь присутствующих специалистов, аудит нашего аттестационного портфолио на предмет, да, что если педагоги, методические службы школ, районов верно понимают, да, то, каким образом осуществляется анализ и представление своих разработок в аттестационном портфолио, то это и подразумевает планомерное развитие предметной, методической, психолого-педагогической и даже коммуникативной компетентности. То есть как готовности учителя, да, к осуществлению деятельности, ну, соответствующей условно первой, высшей категории, возможно, даже далее. То есть вот как раз эти составляющие у нас в портфолио обнаружены были. Более того, я напомню, да, что вызвало тревогу у всех осенью, это приведение в соответствии требованиям, да, вот, правительства Российской Федерации 2012 года первого критерия нашего аттестационного портфолио. То есть нам недостаточно на сегодняшний день представлять материалы, да, только в формате, да, отметки, процентом, пятерок, четверок и так далее. На сегодняшний день мы представляем, да, уровень, да, сформированности тех или иных умений, которые измеряются КИМами, да, которые также прикладываются к портфолио. То есть произошли такие изменения. Таким образом, в аттестационном портфолио первый критерий становится системообразующим, да, анализ планируемых результатов, он, да, получается, мы выявляем достижения детей, мы выявляем какие-то затруднения детей в освоении образовательной программы и выстраиваем, да, вот всю свою работу, которая как раз отражается в аттестационном портфолио. Да, как строится внеурочная деятельность, что она позволяет компенсировать, каким образом, какими формами, методами, да, иными педагогическими средствами мы осуществляем развитие, да, обучение, да, коррегирование каких-то проблем детей. Ну и, разумеется, четвертый критерий
мы описываем, анализируем, транслируем в педагогическое сообщество свой опыт по преодолению проблем или по более эффективным приемам, методам, технологий работы с содержанием предмета и получением тех же самых предметных, метапредметных результатов. То есть вот эта вот составляющая объединила портфолио. И на сегодняшний день нам стоит этого придерживаться. Как я уже сказала, наибольшие проблемы действительно были выявлены при аттестации учителей начального уровня образования. Они ранее всех вступили в ФГОС. Но вот как раз в ряде случаев еще года 2 назад, когда мы усилили буквально экспертную группу, которая отсматривает материалы учителей на первую и высшую категорию, мы как раз и выявили, что в ряде случаев ФГОС-то там и не наблюдается. Да, это действительно серьезная проблема, и мои коллеги об этом скажут дополнительно. Уважаемые коллеги, но при этом я на что хочу обратить ваше внимание и зафиксировать. Итак, изменений пока не будет до 2020 года. Но мы прикладываем все усилия для того, чтобы наши учителя аттестовывались и адекватно развивали свои компетентности, используя аттестацию и само портфолио, сами модели портфолио, как методический инструмент для своего профессионального развития. То есть вот на этом хотелось зафиксировать внимание всех, потому что вот сейчас я перейду к следующей части, это как раз как работает республиканская модель аттестации. То есть она традиционно имеет составляющую такой вот организационно-методического сопровождения. Мы на сайте, через курсы, другие конференции, семинары озвучиваем, как развивается аттестационная модель. Учителя начальных классов уже совершенно четко поняли, что портфолио у нас теперь не достижение, мы туда не справки складываем, мы осуществляем самоанализ своей профессиональной деятельности, это самая главная составляющая. Вот здесь уже нет такого противоречия для начального уровня образования и специалистов, которые здесь работают. Но при этом у нас появилась, в силу особенностей территориальных наших, других демографических особенностей, средний возраст учителя, у нас появилась такая вот составляющая в модели, которую мы называем методическая помощь или адресная методическая поддержка учителя. То есть если у нас какое-то портфолио получает отрицательное экспертное заключение, то по федеральному порядку аттестации оно должно попасть в отрицательный приказ. Мы пошли несколько иным путем. Мы предлагаем педагогу, чтобы не попасть в неприятный приказ, отозвать заявление и осуществить по рекомендациям экспертам доработку своих аттестационных материалов. После чего заявление может быть подано заново. Вы не теряете таким образом год. Потому что, смотрите, если вы попали в отрицательный приказ, возникает проблема. Год нельзя подавать заявление на эту категорию. Если мы идем по пути, предложенному в нашей республике доработка, то вы получаете профессиональную помощь. Ряд отдаленных районов, зачастую раз в 5 лет, имеют возможность глазами коллеги посмотреть на процесс своей педагогической деятельности, получить определенные рекомендации, и вы можете определенным образом совершенствоваться. Если же портфолио получает положительную оценку экспертов, но на минимальном уровне, то, что называется, проходит аттестацию, то в этом случае также педагог может получить, войдя в положительный приказ, рекомендации по профессиональному развитию. То есть об этой составляющей я хотела сказать и призвать присутствующих, наверное, так адекватно транслировать, то, что мы сейчас обозначили, чтобы коллеги не пугались, это нормальная ситуация. Эмилия Исаевна, не даст соврать, у нас призеры республиканских конкурсов ходили к ней на консультацию, потому что она возмущалась и говорила, что такое, что происходит, нельзя, чтобы работа велась в таком ключе. То есть, безусловно, это доработка, безусловно, проблемы есть, и с ними нужно каким-то образом справляться. Я напомню, что, конечно же, последние десятилетия осуществлялась оптимизация методических служб, на разных уровнях, и сейчас мы по ряду должностей, получаем результаты такой оптимизации, помощников учителя, их сокращения, но что имеем. Поэтому на сегодняшний день процесс аттестации, он приобретает качественную характеристику не только в рамках содержания портфолио, как самоанализа, но еще и тех рекомендаций, которые получает учитель по доработке.
Работа крайне тяжелая для экспертов, да, то есть экспертам нужно также оказывать здесь достаточно большую психологическую поддержку. Они живые люди, они расстраиваются, да, но вот, тем не менее вот на сегодняшний день мы пока держимся. Вот, это составляющая. Ну и последнее, уважаемые коллеги, на протяжении 2017 года осуществлялась разработка контрольно-измерительных материалов, как мы назвали, компетентностного экзамена. Сегодняшний экзамен, как форма аттестации, действующая у нас в республике, он в части своей основной, наверное, больше носит знаниевый такой характер. Вот. Ну вот в период 2017 года была разработана демо-версия компетентностного экзамена, и вот здесь я обращаюсь при всех и с напоминанием, с такой просьбой к Анне Александровне, да, которая в этом, да, принимала непосредственное участие, с просьбой, да, вот так экстраполировать, дать возможность попробовать в первую очередь и экспертам комиссии, и членам РМО возможность на себе, да, испытать этот экзамен и дать обратную связь. То есть не исключено, что мы экзамен точно так же, да, сможем передать в школы, в район или вывесить на сайте как тренажер. Опять же, позволит нам замкнуть круг и к 2020 году как-то подготовиться к возможному переходу к иным формам аттестации. Своих учителей мы ценим, да, мы их таким образом бережем, да, уважаемые коллеги, осознайте, да, вот ту стратегию, которая сейчас предложена. Огромное спасибо за внимание, мне в этот раз очень повезло, мне не нужно самой называть, да, какие-то проблемы, связанные с содержанием, да, и я передаю слово, да, вот коллегам. Светлана Анатольевна, спасибо большое. Мы ждем очень вопросов от вас и присутствующих, и тех, кто находится у нас в онлайн-режиме. Обязательно на все вопросы мы постараемся найти ответ, поэтому не стесняйтесь, пишите. Наверное, коллеги, будут какие-то добавления к выступлению Светланы Анатольевны? Наверное, перейдем тогда к следующему вопросу. Он конкретно касается той части раздела аттестационного портфолио, где мы с вами показываем нашу успешность проектировать урок. Потому что действительно, наверное, большая проблема именно в этом состоит. И когда мы на доработку отправляем портфолио, зачастую, наверное, ну, каждый, так скажем, третий портфолио точно идет с этой проблемой. И слово мы предоставляем Эмилии Сами. Пожалуйста. Спасибо большое за такое доверие. Здравствуйте все, кто слушает нас и кто здесь присутствует еще раз. И я бы хотела выразить вот такое свое мнение очень глубокое, что проблема, с которой меня сегодня попросили выступить, это, как называется, современный урок. Я не понимаю до конца смысла вот этой характеристики, этого понятия, но она, видимо, связана не только с аттестацией. Я вижу три очень важных характерных направления работы, вот, связанных с этой темой. Во-первых, это результативность всего процесса обучения, и как она выходит на ежедневную работу педагога и, спускаясь от глобальных целей к операциональным, ведет к результату. Второе, это безусловно, это оценка профессионализма педагога. И единственное явное, открытое, значит, мероприятие, на котором учитель демонстрирует себя как профессионал, это урок. Это самое главное, что мы видим. Урок я имею в виду в широком смысле слова, это не урочное мероприятие, это вот то занятие с ребенком, на которое выходит профессионал, учитель. И последнее, что это, значит, это фиксация своего опыта. И последнее, безусловно, это оформление педопыта. Это оформление педопыта или то, что вы сейчас представляете как аттестационный материал. Те проблемы, с которыми столкнулись мы, когда начали поступать вот такого уровня аттестационные материалы, вот Светлана Анатольевна меня ругала здесь на каком-то этапе, да, очень покритиковала, поскольку я не могла отрицательно отзываться об учителях, которые, в общем-то, являются лидерами нашего образования. Но они сдавали совершенно, ну, как бы сказать, нечитаемые технологические карты. То есть, что это значит? А это значит, что мы, вот еще, я думаю, сейчас большинство учителей и высшей категории, первые начинающие, не понимают, а зачем она нужна.
что это такое, уже, в общем-то, где-то поняли маршрут урока, а зачем это нужно, и почему так придираются эксперты и специалисты к тому, что мы называем карта технологическая, понять, видимо, очень сложно в нашей ситуации. Но теперь я перейду к уроку, который называется «Современный урок», вот сейчас, который мы даем, который связан у нас с очень серьезной перестройкой, которая не нашла еще отражения ни в методических материалах, ни в оформлении всего, что у нас есть в учебном процессе, серьезной перестройкой того, что мы называем современный ребенок и его восприятие современного мира. И вообще современный мир. Такое слово хитрое – технологизация. Такое очень хитрое слово – технологизация. И вот то, что мы сейчас не можем понять, оно может вообще не только застопорить развитие нашей школы, нашего движения образования вперед, но и толкнуть куда-то назад. Я вот прошу очень серьезно к этому отнестись. Меняется способ восприятия мира у ребенка. Меняется его поведение в окружающем мире относительно и себя, и взрослых. Переоценка ценностей очень серьезно идет уже у маленьких детей. Если раньше это начиналось где-то постарше, то сейчас это идет незамедлительно с взрослением ребенка самых маленьких, вот с 3-4 лет. Это уже очень сильно фиксируется. И то, что он по-другому ищет информацию, по-другому общается, по-другому задает вопросы, другого уровня вопросы, значит, это другой ребенок приходит в школу. Мы должны очень хорошо осознать, что если мы здесь останемся вот на том уровне пространных широких конспектов, которые мы когда-то учились писать, и где-то мы там пытаемся защититься ими, то мы не поспеем за динамикой развития современного молодежного мира. Поэтому я перейду к тому, что я считаю очень важным. Вот я перейду к тому, что я считаю очень важным при подготовке к любому уроку и к любому процессуальному явлению, к любой единице образовательной, которая есть сейчас у нас. Я исхожу из 4 китов. Сейчас первая очень важная составляющая, с которой мы наконец-то начали разбираться потихонечку, это содержательная ситуация. Чему вообще надо учить? Чему надо учить? И вот здесь мы, как бы уйдя и выучивая фразы из ФГОС, прямо уйдя туда, вот в эту вот книжку, мы никак не можем перевести вот это «чему учить» в реальное понимание того, как это должно быть в реальном уроке, в реальном образовательном процессе и как к этому подготовиться. Второй кит – а зачем учить? То есть цель. Целевой результативный компонент. И со мной эксперты согласятся, что технологическая карта с точки зрения целевого компонента у нас не показывает понимание того, что процесс вы ведете на каждом уроке результативно. А технология, технологизм, технологизация, технологический процесс – это результативный процесс. Маленький результат, но результат. Очень четко представлены цели. То есть зачем мы этот урок сегодня проводим. Закономерно, когда я пишу, а зачем вы его проводили? Теряется структура знаний, да? Абсолютно все. Да. Это второй кит. То есть этого содержания надо выделить, что, которому вы даете, а зачем оно нужно. Что мы хотим в этом содержании в ребенка вложить. Или что он должен быть, фразу всех, кто произносят, открыть. Я об этом еще немножечко скажу. Третье, безусловно, третья составляющая, кого мы будем учить. И вот здесь часто и технологическая карта, или конспект приложенный вообще не отражают вообще такого возрастного момента. Непонятно совершенно, на какой уровень развития ребенка ложатся вопросы, ложатся задания. А отсюда непонятно, почему именно к такому результату вы класс выводите.
и отдельного ребенка тоже. Ну и, наконец, третий – это вот то, что я называю самым больным моим вопросом, потому что я много лет, 20 лет я читаю современные педагогические технологии. Это вопрос технологий. Технология – это не сама по себе ценность, она не имеет самой ценности сама по себе. Технология – это инструмент. Инструмент достижения вот той цели, зачем вы проводите урок. И поэтому неважно, берете репродуктивную технологию, она тоже выстраивается, она должна быть обоснована, она должна быть представлена в содержании и доведена до конца. Она ничего плохого в себе не несет. Объяснительно-иллюстративная технология. Работаете так? Работаете. Работаете результативно? Показываете результат? Показывайте. Но логика должна этой технологии полностью выстраиваться. И если объяснительно-иллюстративная система, то уже не открытие нового знания, а другое слово – изучение нового материала. И не путайте никого, ни экспертов, ни себя, ни детей. Тем более мы все переходим сейчас на какую систему? Школы России, хором сказали все. А что не сказать? Я так вот и работаю хором. Какая система? Школы России. Но поскольку никто не отменял у нас ни стандарта, ни ведущие идеи, методологический, системно-деятельностный подход и парадигмы ведущей, которая родила эту идею, это личностно-ориентированное образование, то мы будем выстраивать и эти уроки с точки зрения деятельности ученика. Только другой тип деятельности немножко будет. Но я об этом не буду говорить, потому что поскольку все, видимо, заинтересованы в том, что это такое вообще деятельностный урок. И у нас эта проблема возникла очень серьезно у меня. Я понимаю, потому что я не вижу ваших уроков в экспертных материалах, и все мы видим только документацию. Но мы увидели эти уроки на конкурсе «Учитель года». Все под названием «Деятельностный урок», которые внутри деятельности детей практически не содержали. Было развлечение детей, были какие-то другие шевеления, издержки. Была очень большая активность учителя, который показывал, как он молодец, он в деятельностном режиме находится, и постоянном таком деятельностном режиме. Да, то есть, но вот чтобы был отражен вот этот вот подход деятельностный, я сейчас его немножко скажу, на нем остановлюсь, этого мы почти не увидели. Итак, логика урока, вот и логика всего требует сейчас очень системного управления. Учитель сейчас не просто организатор. Слово такое было раньше, организационное там умение, да, и так далее, и так далее. Учитель сейчас менеджер. А это кто такой? Управленец. Управляю деятельностью, управляю движением ребенка к познанию на самой маленькой единице образовательного процесса, на кусочке урока, на целостном уроке и так далее. Чем я буду управлять? Управлять тем, что называем учебной деятельностью. Значит, весь урок должен выстраиваться в логике учебной деятельности. В логике учебной деятельности. Или самости ребенка, или самостоятельности ребенка, основанной на полном осознании его, своего маршрута. И вот теперь, при просматривании этих уроков, просматривании ваших конспектов, ваших технологических карт, оно говорит о том, что мы не можем управлять движением большого, я считаю, 25 это много детей, правильно, от 20 до 25 детей, это достаточно большой поток. Управлять их движением мы не умеем и не можем. Односложность содержания небольшая и совершенно нечеткое построение деятельности детей и их действий внутри этой деятельности.
И пока мы не научимся это простраивать до урока, то и на уроке будет это не просвечиваться, не показываться, не проговариваться. Мы стараемся также урок вести. Вот взгляните, учителя, честно на свою работу. Мы ведем урок, работая фронтально с классом. Основная у нас деятельность – это фронтальная. И учитель бойко говорит, первый этап, ну ладно, все сели, слава тебе Господи, промотивировала. Все хотят математикой сегодня заниматься? Да, такие возгласы радости большие. Учитель считает, что он провел мотивационный этап. Yes. И учитель думает, что он провел мотивационный этап. Но мы же не о той мотиве говорим. Мы говорим, вот сейчас очень внимательно подумайте, мы говорим о мотиве познавательном. Должен появиться мотив познать то, что вы на уроке хотите вот представить ребенку. Это мотив просто к участию с вами. Вот они любят вас, как учителя, им с вами интересно, и все на этом заканчивается. Итак, начинаем с актуализации. И основной метод работы на актуализации, вы меня извините, это фронтальная беседа. Вспоминаем, вот это решим, вот это запишем, эти слова, что у нас общего, что у нас... Скажите мне, пожалуйста, вы можете гарантировать, что все 25 человек актуализировали в своей голове вот это? Ну, вот структура знаний как раз вот на этом этапе уже все. Все на этом заканчивается. Да. То есть вы, вот 5 человек радостно с вами пообщались, и вы гордо пишете, актуализация на этом закончена. Мы смогли повторить то-то, то-то и то-то. Хотя бы 5. Но ведь актуализация – это не повторение. Давайте так будем говорить. Актуализация – это введение в оперативную память компонентов, которые войдут в новое действие. Конечно. А мы вспоминаем на актуализацию, то вот решали, молодцы. Все эти примеры решали, умницы. Вот кто делает правильно, тот говорит о структуре. И тот в актуализацию вводит чередование самостоятельного и социализующего. Быстро самостоятельного и социализующего. Чтобы мы вытаскивали что из детей? Вот эти вот действия. Это можно провести достаточно оперативно. Но в конце этого этапа, как результат, безусловно, очень краткосрочный срез. Очень краткосрочный как результат. Потому что вспомнили способы. Но это еще только начало. Дальше у вас пойдет затруднения. Я пока на этом уроке остановлюсь, потому что все пытаются это сделать. Хотя вот я работаю, вот у меня здесь девочки, 4-я школа сидит, они всю эту систему 2100 знают наизусть. И все типологии уроков знают наизусть, и они понимают, что в любом типе уроков этапы идут. И этап актуализации, этап затруднения, правильно? Только другое содержание у этих этапов идет. И на методологии, правильно, на закреплении способов, и на развивающем контроле те же самые шаги. Только не открытие нового знания будет, да, а способов ликвидации своих ошибок, программа или проект выхода из затруднения. И программа или проект свои дополнительные действия. Но я сейчас пойду вот по этому уроку. Итак, актуализацию мы прошли, дальше затруднение начинается. Затруднение, оно и есть затруднение. Они с чем-то не справляются. Но затруднения-то разного типа. Затруднение, и учитель должен видеть, в чем затруднение. Либо это столкновение с новым знанием, либо с новым способом, либо с новым действием, либо с новым опытом каким-то вообще незнакомым. Учитель должен обозначить, какого типа затруднения он предполагает. Потому что дальше пойдет что? Формулировка учебной задачи и выход из затруднения пойдет. И выход. А выход – это опять возвращение к какому шагу? Актуализация. Значит, по существу на уроке, на полноценном уроке, там актуализация одного содержания была, да, которое вас подведет. А здесь актуализация ведет вот к тому, что мы говорим по Гальперину Талызиной. Она ведет первое, это актуализация у детей
и целесообразно работать в поисковом типе в группах, какие компоненты, какие вот элементы, как эти элементы друг с другом связаны, какое отношение они имеют к новому вот этому затруднению, и дальше вариант, да, дополнения какого действия, какой операции, которая позволит это затруднение разрешить. Вот кто правильно ведет вот эти вещи, они правильно делают. У ребенка есть открытие нового знания, но при условии, опять, что самый продуктивный путь включения ребенка в такой познавательный процесс – это организация групповой работы. Иначе опять 5 человек у нас открывают, все остальные присутствуют и соглашаются. У нас вообще политика согласительная такая с вами идет везде. Да, и сегодня, как Владимир Владимирович Путин очень хорошо сказал, что продуктивные методы, да, и надо готовить людей обязательно корпоративным, коллективным способом взаимодействия, и начинать это, безусловно, только там. Учить договариваться, учить все делать. И вот теперь я перейду вот к другим вещам. Понятно, там все остальное уже там идет по логике учебной деятельности и так далее. Я сейчас перейду к другой вещи. Итак, к цели вернулись. Хороший урок – это очень четко выстроенный результативный урок. И вы с целях, я просто вам советую, не берите целей очень много, очень сложных. Цель – конкретный результат. Какой конкретный результат для ребенка? Итак, строим все от ребенка, от его понимания процесса, от его субъектности. У ребенка, что понимает ребенок в уроке? А то, что он по предмету выучил и познал. Значит, конечный результат для ребенка – это какой результат? Предметный результат. И в целях вы обозначаете его очень коротко. А уж как вы его опишете, обеспечить, да, усвоение большинством детей. Или разноуровневое дадите, да, что все должны вот это, а кто у нас вперед идет с флагом, вот это. Но обязательно уровень. Уметь к концу урока объяснять, показывать, доказывать или что там вы хотите сделать. Вот. Еще раз, можно, да, вот как бы на понимание. То есть, другими словами, ведь у людей возникают вопросы в технологической карте, как это отображается. То есть, действительно, в цели урока минимальный, да, и максимальный результат принцип минимакса, да, отображаем. И на каждом этапе урока могут подразумеваться задания. Да, вот это крайне ценно, и это хорошо, наверное, понимает вот даже тот же малокомплект, да, когда они вынуждены, да, вот так выстраивать уроки. И все. Вот теперь перейдем к задачам. А вот задачи отражают то, над чем вы работаете с точки зрения того, о чем мы говорим. Метапредмет. Метапредмет, он не может сформироваться на одном уроке. Это очень длительный процесс, особенно коммуникативный. Правильно, мы все это знаем. Это тяжеленная работа. Вот. И вот здесь мы определяем задачи, обеспечить. Первое, предметно-познавательные задачи, что повторить по предмету, как включить интеллектуальные действия, где, на чем мы будем развивать мышление ребенка, его вот эти вещи. Коммуникативный компонент – это будем использовать, если вы будете реально использовать действительно коммуникативные компоненты. Но ведь очень часто у нас диалог идет односложный достаточно. Проходит быстро, и идет, и учитель выстраивает его только между собой и кем? И классом. Вот если вы поставили учить ребенка в условиях диалогового общения, значит, оно должно быть у вас там. Значит, где-то должны быть вот в вашей технологической карте вот такие моменты. Дети работают в группах. Задание первое. Ставят вопросы, формулируют их. Обмениваются вопросами, контролируют ответы, оценивают друг друга с точки зрения ответов. Если вы не заложили этого, то вы этого и не делаете. И вот что мы видим на групповой работе.
И не отслеживается. Уважаемые коллеги, вот здесь тоже уточню, да, Эмилия Исаевна как профессионал, да, вот высочайшего уровня здесь говорит контекстно, и у учителей зачастую возникает такое заблуждение. Но ведь я также и написала в технологической карте, что дети задают вопросы. А нет, да, уважаемые коллеги, здесь необходимо сформулировать еще, какие вопросы, по сути, задают дети. Другими словами, какие действия детей в коммуникативном, мыслительном плане вы проектируете на этом предметном содержании, да, то есть на теме этого урока, на том новом знании, да, которое вот здесь. Вот, поэтому здесь пишутся совершенно конкретные вещи в технологической карте, и вот она становится тем самым тренажером, да, вот того профессионального мышления, которое сейчас от учителя и требуется. Это очень важно. И еще, значит, коммуникативно это безусловно важно, потому что если вы не заложили вот то содержание вопроса, эту технику постановки вопроса, о чем, то оно никогда не пройдет и никуда. Так и будут задавать вопросы по тому, надо это писать или не надо, с какой клетки начинать, с какой клетки не начинать. Вот и так далее. Вот. То есть вот это вот там мы это, все это проходили и проходим до сих пор на уроках. Это печально, конечно, потому что мы с 1 класса должны вводить в содержательную сторону деятельности и учить ребенка задавать вопросы по существу дела, потому и друг другу, а не вам вопросы задавать такого типа сразу не будут учителя. Они сначала попытаются задать это друг другу. Какого типа, а вы должны подсказать, как это делать. Может быть, давать те же памятки. Попробуйте и оцените друг другу, правильно ли он задавал вопросы. Есть много приемов таких, вот, которые можно включить непосредственно вот эту вещь. И в технологической карте надо отразить, как вы будете управлять процессом коммуникативной деятельности детей. На каком этапе это будет достаточно ярко выражено и необходимо, и почему. Почему я так обращаю много внимания на коммуникацию? У нас это, в общем-то, самый больной вопрос. Самый больной вопрос. Студенты не умеют задавать вопросы. Никогда, я не знаю, вот у нас один курс, еще более-менее, там 3-4 девочки, 5-й курс задают вопросы. На 4-м курсе у нас сидит 2 группы, ни разу никто не задал мне за 2 года вопрос. Никто, все сидят молча смотрят. Они понимают. Все понятно. Наоборот, чем я больше понимаю, тем я больше не понимаю. И вот это же тоже результат, наверное, обучения, да, в том числе и в школе. Да. И вот это вот, знаете, вот я говорю, и заторможенность, и закомплексованность, и страх. Я думаю, что еще и вот этот комплекс страха идет. Учителя, видимо, очень сильно давят страх. Да, не дай бог, не то скажешь, не то увидишь, не то. Получается замкнутый круг, да, вот, уважаемые коллеги, я больше работаю с предметниками, да, в этой связи, но тем не менее совершенно очевидно. Самый сложный вопрос для учителя – это чему должен ребенок научиться, хотя бы действия, какие он будет осуществлять в конце урока. Если я в состоянии прописать действия ребенка хотя бы к концу урока, я уже под это действие могу сформулировать вопросы. Это происходит очень легко. Но вот так как действие не формулируется, да, учителем, он испытывает в этом страшное мучение, тем более не учитель начального уровня, да, образования, вот, то, соответственно, с вопросами проблемы. Учитель не задает вопросы, ребенок этому же не обучается. Замкнутый круг. И еще вот я советую каждому учителю на уроке просто, пройдя урок, проанализировать, какие вопросы вы сами задаете детям, содержание этих вопросов, какие ответы требуете от детей, какого уровня, какого типа, как умеете выслушать ответ ребенка. Вот это очень важный момент. И как умеете подключить к ответу ребенка других детей, не, как сказать, не унижая, не закрывая, не замыкая ребенка, да, ни на каких вот своих таких проблемах. Да, да. Вот это ценностный вот такой компонент. Даже зачастую сейчас основная проблема, коллеги, вот не коммуникацию как организовать уже пытаются, да, вот не дадут соврать не эксперты, да, вот предложить разные задания. А вот сложности именно с тем, чтобы, да, вот учителю самому найти ценностный контекст предмета, да, то есть это совершенно специально введено в портфолио, то есть портфолио с зоной ближайшего развития для учителя, да, то есть приемы, пожалуйста, покажите, которые вы
используете для того, чтобы формировать ценностное отношение к предмету. Вот это вот серьезнейшим образом, да, вот у учителей страдает. А если этого нет, то опять же нельзя говорить об обученности, да. Ребенок не может выделить ценностное в предмете, в теме, да, в дидактической единице, и смысл, безусловно, для ребенка теряется, проваливается мотивация, рассыпается весь деятельностный цикл. И вот это с точки зрения коммуникации. Сейчас я немножко вернусь к познавательному процессу. Еще раз. Значит, внимательно посмотрите на уроки. Какой результат урока познавательный для вас значим? Формально выполненный, вот ребенок кто умеет, сегодня научился, сегодня все это решать. Либо реальный результат. Ребенок установил и понимает все связи, отношения, зависимости, различает и сравнивает новое с тем, что уже было. Ведь тоже у вас на урок вот этот вот урок этого компонент вот этого урока очень короткий, правильно? Вот то, что мы называем рефлексией. Вот надо тоже думать, как мы говорим, о технологически эффективном проведении этого кусочка урока. Это очень важный урок. Потому что здесь по существу простраивается программа самостоятельной работы, самостоятельной домашней работы ребенка. И вот здесь он включается в то, что мы говорим, проектирование своих действий. Нужна ему домашняя работа, не нужна домашняя работа. Мы не любим делать домашнюю работу. У нас это проблема с домашней работой. Чем старше, тем больше. Да, это проблема домашней работы. Потому что мы никогда не включаем ученика в проектирование своих действий. Вот дальше. А что за уроком? То есть, по сути, рефлексия, да, Эмилия Исаевна, вот опять же, это мотивация к следующему этапу деятельности, да? Вот, то есть он должен испытать потребность, да, вот в новой деятельности и, да, не оставить ее незавершенной. Безусловно. Да, то есть испытать вот этот зуд, да, вот я дома тут запланировал, надо как-то это сделать, хочу, да. А у нас все ура, у нас все поняли. Да, как правило, эмоциональная оценка. Все поняли. Все можно закрыть и возвращаться. И поднялись. И подняли, да. Это вообще, меня всегда вот это беспокоит. Поэтому, может быть, на рефлексию готовить тоже вопрос. Готовить тоже вопрос. Вопрос, который поможет ребенку понять, понял он или не понял. И увидеть, какие аспекты надо дотянуть. Поэтому нужно ему это писать и решать, или читать, или не нужно. Это же зона получилась. Зона, да. Вот мы все время выводим ребенка вот сюда. Что еще, вот, почему именно коллективные способы, вот, как мы говорим, если в деятельностном подходе очень важны коммуникативные способы. Потому что здесь реализуется и тот процесс, который у нас идет от Гальперина, да, мы деятельности открываем, потом громко все друг другу проговариваем, потом громко в речевом виде, да, и потом начинаем. А еще второй момент. От коллективной вот этой вот находки, то, что мы говорим, в зоне ближайшего развития находится, мы перекидываем затем в самостоятельную деятельность, то есть пытаемся увидеть, перейдет это у ребенка вот здесь прямо на уроке в зону актуального развития или не перейдет. Вот здесь вот чем сильна развивающая система, вот та же самая, начиная от 2100 и так далее, они выдерживали вот эти вот, как мы говорим, переходы от совместного, значит, поиска и совместной работы как распределенной самостоятельной работе. И тогда уже было бы понятно, что над чем потом работать, что обговаривать. Почему в технологических картах нигде не описаны возможные проблемы к концу урока и не, как сказать, и возможные вещи, с которыми дети или ряд детей могут что? Не справиться. Почему не отрабатываются самоанализы, да. Почему не отрабатываются? Вообще нет, отсутствует это, да, отсутствует полностью. Почему нет варианта вот такого дифференцированного подхода к детям? И не в самоанализе, и нигде. Вот это, сейчас я на самоанализ, поскольку уже начинаю переходить, но еще немножко задержусь на одной вещи. Уважаемые коллеги,
Я понимаю, что где-то вот я, может быть, вхожу и не в свою, так сказать, уже зону, но у меня всегда вот такой вопрос очень нехороший возникает. Я много работ смотрела, так и интересовалась. Скажите, пожалуйста, может быть цель урока подготовка к контрольной работе? Вот, это не смешно. Да, это не смешно. Прорешивание Да, предварительное. предварительно прорешено. Наша сквозная каждый день. Да. Это уже не смешно. Потому что у нас в целевом компоненте на ряде уроков вообще не отражается никакая содержательная результативная составляющая. Вот еще раз вот эти вещи, может быть, больше еще где-то там, может быть, в старших классах еще больше такие вот вещи пишут. Все-таки наша начальная школа более так цивилизованно понимает эти вещи. Вот. Поэтому вот обратите внимание, не может быть целевой установки без конкретного содержания. Не может быть. А к конкретному содержанию мы приколачиваем вот те метапредметы, действия, те метапредметные компетенции, которые будут использоваться в ходе всего урока. Ну вот это то, что вот мы говорим, урок как результативный, и прогоняется он через вот такую систему. Теперь о технологиях. Ну, учителя у нас любят писать. Они думают, что чем больше я написал технологий, вот, которые я использую, тем я компетентней. Вот то, что у нас сейчас идет современная тенденция развития, безусловно, с точки зрения ФГОС, а не с точки зрения тех систем методических, по которым работаем, с точки зрения ФГОС, это, безусловно, деятельностные технологии. Деятельностные технологии – это как раз те, которые разворачивают деятельность ребенка в логике учебной деятельности. Вот это то самое в логике учебной деятельности. А логика учебной деятельности, она очень жесткая. Это мотивационно-целевое составляющее познания. Это операционно-деятельностная со всеми ее составляющими. И контрольно-оценочная, результативная. Какие технологии так выстраиваются? Безусловно, это технология проблемного обучения. В чистом виде и в том варианте, в котором Мельникова есть. У нее какой нечистый вид у Мельниковой? Это когда беседа какая? Подходящая. Это не проблемное в чистом варианте обучение. Это обучение, мы говорим, частично поисковый метод. Он идет в виде беседы, и полностью его ведет кто? Учитель. Это не чисто проблемное обучение. А вот есть проблемное обучение, да, проблемно-исследовательское. Это беседа какая? Побуждающая. Побуждающий диалог. Вот его выстроить очень тяжело. Это надо очень... Вот у нас девочка умеет, да, выстраивать. Это когда она вела, я была на таком диалоге, она вела исследовательскую деятельность учащихся. Да, Екатерина Мефодьевна у нас сидит, да. Модестовна, извините, Модестовна сидит, да. Да, Катя, думаю, как дальше назвать Екатерина Модестовна. Катя, да. Модестовна, она очень интересно это делать умеет. Выстраивается диалог на двухэтапных шагах, да, урока, и там. И он ведет именно к тому, чтобы открытие на основе самостоятельной актуализации всех знаний по компонентному состоянию данного элемента вводимого, по установлению взаимосвязей, ну, конечно, должны быть даны какие-то алгоритмы. Вот вторая технология, это та, которую мы очень любим использовать, это метод проекта. Вторая деятельностная технология – это метод проектов. Она тоже выстроена в логике учебной деятельности, идет тоже от проблематизации, да, актуализации задачи. И дальше ведет вот в логику самостоятельного построения программы действий. Дальше идет к исследованию, к самостоятельной работе, к обобщению, систематизации, представлению результатов, к защите. Вот это то, что отражает логику учебной деятельности как процесса субъекта. Третья очень серьезная технология, малоиспользуемая, хотя она должна в начальной школе, это игровые технологии.
Мы почему-то, ну, так сказать, стали убегать от игровых технологий в целостном таком аспекте, а это нельзя делать. Игровые технологии у нас должны быть и должны быть представлены достаточно серьезно. Игровые технологии. Почему? Потому что, оторвав ребенка очень быстро от ведущей деятельности игры, переводя его очень резко в ведущую деятельность учебную, мы результаты получаем. Это очень серьезный такой момент, и поэтому мы вот должны где-то увидеть себя с точки зрения использования разных игровых технологий. Игра и как в любом виде, какой она происходит и в детском саду, она должна быть и сюжетно-ролевая игра, деловая игра, да, игра театрализация, игра вот и так далее, но выстраиваться она должна как технология. Выстраиваться она должна технология. Ну и очень у нас часто вот говорят о той технологии, о которой я уже говорила, это технология деятельностного метода. Вот элементы технологий, вот еще раз, элементы технологий, внутри этих технологий использовать можно и достаточно продуктивно стратегии технологии развития критического мышления. Это работа с текстами, но тоже управляемая должна быть, это безусловно, эта технология должна быть управляемая. Вот, и какую технологию еще забыла сказать, что очень много используют у нас, значит, все почему-то на это ссылаются, да? А теперь я скажу об оформлении, об обрамлении. Мы должны очень хорошо понимать, что идет информатизация всей среды нашей. Значит, все эти технологии рано или поздно будут использовать или опираться на информационные системы. И дети будут в этих информационных системах, как мы говорим, жить увереннее, чем вот живет сейчас учитель, живет сейчас родитель, живет сейчас кто бы то ни было. И вот это, вот там мы говорим, информационное обрамление вот того процесса, который мы сейчас имеем образовательный. Мы имеем вот такое, оно должно быть обязательным, оно должно быть как бы составной частью, вот, ну, не составной, а как бы оформлением процесса. То есть включать детей в то, чем они все равно будут очень интенсивно и много заниматься. Когда мы говорим, что вот я использую такие программы, то знаю, вот там есть блок, да, информационные технологии ваших вот экспертных материалов, перечисляйте, перечисляйте, перечисляйте. А на уроке-то что мы видим? Только презентацию, которую показывает учитель. Только презентацию в лучшем случае. В лучшем случае. Вы совершенно не, технологически не включаете ребенка через эти технологии, вот так мы говорим, в общую информационную среду. Это очень серьезно. Она не отдельная технология, это использование информационных технологий в образовательном процессе. Вот посмотрите, ребенок быстрее сейчас ищет информацию, нежели в книге, будет искать где? В интернете. Значит, надо теперь научиться нам с этой информацией работать так же, как с книжной. Вот исследования показали, что в 5 раз хуже усваиваются знания, если они только опираются на информационную систему. В 5 раз лучше усваиваются знания, если они идут через книгу. Значит, нам надо научиться учить ребенка, учить информацию. Учить, не просто ее скинуть, систематизировать, картинку прилепить, разговаривать с ней, да. Вот, то есть, как мы разговариваем с книгой, как мы разговариваем с тем источником, с учебником, да, если он интересный, если есть о чем поговорить с этим учебником. Я согласна, да, что с некоторым учебником поговорить не хочется, но с некоторыми учебниками поговорить хочется. Так вот, еще раз, информационную среду теперь придется обогащать. Обогащать тем, что мы называем учиться вместе с ней. Учиться и книгой, учиться и тем, и помочь ребенку выучивать
понимать ту информацию. Студенты говорят, прям мой текст говорят. Как? Я говорю, ну что вы там делаете с этой информацией? Мы, говорит, ее просматриваем. Просматриваем. Это что такое? Результат сразу же обозначен. Да, просматриваем. Результат какой-то. И ребенок этому уже учится, правильно? Просмотри, Новостная сними, лента. да, быстро, 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 быстро. Любой вопрос на осознание, на понимание и на воспроизведение. Что воспроизводим? Что быстренько достаем? Вызывает агрессию. Достаем телефон, быстро кнопки нажимаем, находим снова и читаем, Эмилия Исаевна, озвучиваем. Озвучиваем. То есть, я говорю, а теперь своими словами. Так, снова берем что? Телефон и снова озвучиваем. Вот вам смысловое чтение. Вот вам, да, смысловое чтение. Вот вам продуктивное чтение. То есть нужно продуктивно теперь работать с теми текстами, которые идут из книги, и оттуда идут, и оттуда. Вот почему я и говорю, не просто информационная компетентность и переписка тех программ, которые ты пользуешь, откуда ты берешь для себя уроки, а использование этого багажа для того, чтобы ребенка научить работать с разными видами текстов, используя ресурсы интернета, в том числе книги используя, лежачие энциклопедии используя для сравнения, для обогащения, для дополнения, для выстраивания какой-то общей схемы. Ну ведь мы знаем, какой мусор иногда читают они в интернете. Иногда вообще одно безобразие читают. Вот. То есть зачем им эта информация, которую не взяли, которая вообще, ну, ее не привяжешь ни к чему и не объяснишь. Да, она бывает, да, и везде пишут, что научная информация. Вот это очень даже печально, но это они научатся потом делать. А пока надо Можно работать. еще сразу. Вот очень приятно, когда учитель создает свой сайт, неформальный сайт, а вот размещает те материалы, которые может использоваться именно учитель, и родитель, и в том числе ученик. То есть отбор первичной составляющей информации произошел на уровне учителя. А так получается, что как раз информационные технологии здесь явились просто средством передачи чего-либо, без осознания содержания и качества этого содержания. Поэтому очень важно, Эмилия Исаевна хорошую тему затронула, именно как ИКТ помогает именно в продуктивном чтении тех текстов, которые у нас представляются самим учителем. А зачастую на сайте мы видим, ну, вот как по прошлому году, например, учитель года, это просто набор текста, который, ну, для нашего глаза может быть приятен, красиво выстроен, может быть логично там какие-то вещи. Но бывает и сам учитель совершает ошибки, в том числе орфографические, не говоря уже о лексических и логических, которые там выставляются. То есть тоже об этом нужно задуматься, себя проанализировать первично, что там делается на самом деле с информационными технологиями. Вот в связи с этим упал на пару слов о работе с разными видами текстов. У нас почему-то учителя думают, что продуктивное чтение может быть только на уроках литературного чтения. Ничего подобного. Продуктивное чтение и прием продуктивного чтения должны быть на всех уроках. Абсолютно. Это ли математика, это ли технологии, это и окружающий мир, тем более окружающий мир. Тем более интуитивное представление содержания, тем более интуитивное представление разговора с автором, тем более вот и здесь интернет очень хорошим помощником может быть по дополнению, постановке вопросов и так далее, и так далее, и так далее. То есть все приемы продуктивного чтения, которые в 2006 у нас появились, как вот источник развития ребенка при работе с текстом, они должны использоваться всегда. И, безусловно, когда ребенок будет ставить вопросы, например, сразу на математике ставлю вопросы. Первый блок вопросов – это информация какая? Лексическая. Второй блок вопросов – информация математическая. Третий блок – логическая, системная. И вот когда ребенок ставит друг другу и задает вопросы, и сам себе ставит, выбирая эти группы информационные, он уже будет очень быстро их менять, моделировать, представлять. А тут как раз и групповое взаимодействие получается у нас эффективное. То есть оно, вот здесь происходит именно, оно затягивает
оно очень хорошо в логике выстраивается. И когда вот в аттестационных материалах мы видим, к сожалению, вот здесь технологии, здесь нет, а здесь опять не вернулись, то есть непонятно, когда каким же образом это пришло. Вот у нас на конкурсе был такой эпизод, я просто расскажу, чтобы уже закончить этот разговор по текстам. На уроке математики не было текстовой работы. И я замечание сделала. Вот вопрос задала, как вы работали с математическими текстами. Сзади слушающий говорит, а какие там тексты были? Там же вообще никаких текстов не было. Математика. Любая математическая запись – это текст. Это текст. Значит, ее прежде всего надо прочитать и вытащить из нее информацию. Любое математическое... Да, учитель методист. Да, методиста, вот сзади кто сидел сопровождающий, он сказал, какие тут тексты, тут текстов не, как же не было. Весь урок работали с математическими записями и ни разу не прочитали. Вот и все. Да, решали, да, читали. Вот, то есть вот это вот непонимание того, что мы работаем с текстами реально везде. Выраженными формулах, графиках, чертеж. Это все тексты, которые мы вынуждены учить детей читать и составлять, рисовать. Это все тексты. И речь моя – это тоже текст. И тогда так он будет слышать, правильно видеть и соотносить визуальный текст с моим речевым вот этим воспроизведением. Вот, и теперь перейду к самоанализу. Можно? Да. Вот по технологиям вопрос. Я действительно пользуюсь, уважаемые коллеги, ситуацией, но от этого не застрахованы и учителя начальных классов. У нас в портфолио до сих пор очень часто, чуть ли не первые, да, вписывают технологии здоровьесберегающие. Да, Вот да, выразите, да, пожалуйста, отношение. Нам это Проблема, крайне да. важно, потому что уже вот как еще, да, объяснить? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но я хочу сказать, что прежде всего технология здоровьесберегающая – это не образовательная технология. Это технология, организующая, как мы говорим, среду. Вы ее можете писать, но не в перечне образовательных технологий. Вы можете описывать ее с точки зрения организации здоровьесберегающего процесса в целом обучения и воспитания. То есть организации здоровьесберегающей среды. Вы можете говорить, что вот мы используем и приемы такие, которые облегчают, как корректируют зрение, корректируют там слух, дают возможность двигательной активности ребенка, проветриваем помещение, там бегаем по классу, когда идет занятие, там подходим сзади, там вывешено у меня панно, и я там с ним работаю, там и так далее, все подышали, побегали, все довольны. Это не образовательная технология. Это технология создания среды, которая обеспечивает, ну что она обеспечивает? Хорошее настроение, да, как мы говорим, как сказать, может предупредить усталость преждевременную, правильно, утомляемость. Вот. Но еще раз, к перечню образовательных технологий она не относится. Это технология среды воспитательно-образовательного процесса в целом. Вот. Я еще одну технологию пропустила, зевнула, вот сейчас вдруг вспомнила. Любимую свою. Исследовательская технология. Да, вот, меня тут так зажали с этой исследовательской технологией, да. Ну вот, исследовательская технология – это технология, предложенная в чистом варианте в системе Иконина-Давыдова. Она, да, как ведущая, выстраивающая ученика как исследователя, как субъекта вообще познания. И у них мы узнали о волшебных цифрах, у них мы узнали о траекториях интересных, мы от них узнали о том, как ребенку выстроить вот в группе, где работая в группе, полностью открыть, что такое меридианы, параллели и так далее. То есть все это у них прописано и так идет. Что мы можем сделать в начальной школе? Целости, полностью целостную эту исследовательскую технологию в начальной школе, ну, может быть, в 4 классе, да, дать нельзя. Нельзя. Есть учебные исследовательские задания. А вот учебные исследовательские задания, например, на уроке как? Это логически, правильно, вот этих компонентов, действий, отработки.
например, чтобы ребенок встретился опять с затруднением, да, вот затруднением, отрабатывающим какое-то действие. Может быть, вот элемент исследовательского задания на открытие нового знания. Задачи, да? Да, задача может быть, да. Они хорошо идут под подведение под понятие. Подведение под понятие, вот да. очень Да, большое, но там еще, где под открытие, да. Вопросы они идут. Вопросы, вот исследовательские вопросы, на которые самостоятельно ищут ответы, вот компоненты этого нового знания, подводящего под новое понятие, можно давать. Это безусловно, но в целостном виде она, ну, я не знаю, я не рискнула бы ее полностью провести как эксперимент в начальной школе. А вот чередуя, да, вот, например, проблемное обучение дать и открытие нового знания провести на системе исследовательских заданий, чтобы дети, они же сами все равно не смогут их придумать. Да, Но это у нас можно. есть авторы, которые, в принципе, декларируют, как Но они декларируют, да. То есть это как проект. индуктивным и дедуктивным путем. Принцип из проектов нужно выполнить, а то, что не формируется ничего, они на Нет, что дело в направлено. том, что надо, да. Вот понимаете, вот тут я всегда, ну вот недаром же вот большинство все-таки приняло, общественность перешла на школы России, ведь это тоже есть причины этого. Тоже есть очень серьезные вот эти позиционные причины. Как бы мы, конечно, не бились, да, вот за развивающие системы, подавляющее большинство наших учителей не готовы было к этим системам. Оно не обоснованно, вот как вот эти усложняли путь ребенка к познанию. А здесь то альтернативы нет? Когда она может придет еще, нет? Я думаю, что будет. Я против чего? Я против однообразия. Я считаю, что все имеют право выбора. И они должны быть и для учителя, и для родителей, и для школы. Ну вот велось бы это же от нашей бедности. Ну вот мы должны дать бесплатные книжки нашим детям, вот эти учебники. Самая система такая простая. Очень хорошо. Все учебники закуплены, что не будем работать. Почему? Вот, ну, понимаете, они же все пытаются это сделать. Ну, в общем, я с этим не связана. Я просто понимаю, что это движение чисто денежное. Вот. Да. Надежда Николаевна, я просто понимаю, что это вопрос чисто экономический, чисто денежный. А поскольку, да, и поскольку у нас как бы боятся очень как раз вот этих вот репрессивных потом методов воздействия на кого-то. Поэтому так произошло. Я против этого, безусловно. Я за свободу выбора системы. И имеет право существовать уже апробированная система 200. Я считаю, что она единственная пролностью и тщательно продуманная и разработанная. Я всем студентам прямо велелась вот эти багажи вот туда снять ее, потому что там все продумано. И динамика движения предметами — это предметы с 1 по 4 класс, и контрольно-оценочная система полностью продумана, правильно, очень грамотная, разумная система. Вот. Дошкольного, да. И она соотнесена, вот что главное, она соотнесена с тем поурочной системным тематическим планированием, которое предложено вот этой системная контрольная. Нигде больше, ни в одной системе такого нет. Это все брошено потом на учителя, на его рабочую программу. А это все прописывать, вы меня извините. Вот. То есть это очень сложно. Я очень сочувствую учителям, и очень так переживаю. Если только пользоваться и как справочником с пониманием, да, что ребенок в этот период осваивает, как методическими, да, такими рекомендациями. То есть, но пользоваться надо обязательно. Потерять эту систему нельзя. Потеряем эту систему, мы потеряем очень много. Ну, обучающая система. Обучающая система, потому что все технологии, в принципе, уложились на все легли, да. Это ее технологии. Да. Но самое главное, что, понимаете, мы можем ссылаться, что угодно, это их технологии. Они пошли без ссылок во все остальные системы, и это очень печально. Очень-очень грустно. Поэтому я всем студентам сейчас на выходе берете себе и используйте. Не понимаешь, как там что на уроке говорить? Открой вот это.
и посмотри. Так, ну все, вопросы есть? Нет, вопросов, конечно, к уроку очень много. И я советую вообще методическое обучение начинать в школах и везде, на всех уровнях. Это первое, это вот прямо открывать учебники, строить цели. Выстраивать цели, задачи и по структуре, по каждому компоненту технологической карты делать результат. Прописывать, пытаться результат. Нужна технологическая карта. Сделать модели технологических карт по всем типам уроков и просто потом уже идти внутри, содержание туда включать. Это вот такой инвариантный, как мы говорим, путь, маршрут урока. Урока открытия нового знания, урока такого на одном предмете, делать по предмету. Да? Технологических карт. В Да, интернете их практически Ой, их полно. невозможно. Нет, их достаточно много. Но найти вот так вот, чтобы Грамотно. это было Как качественно эталон, да, прописано. Эталона Я так нет. понимаю, что это из категории за деньги, Вот да? по Вот если перспективе. это чушка по В действиям, все основном это работали прописано. по перспективе, начали работать, да? Нет, ну вот опять же закрыли, да, эти комплекты. Я думаю, та школа 2100 уже давно бы описала такую подробную технологическую карту по урокам. Но так как вот эти И все, по всем да, типам уроков, по предметам. уже они бы нужны. было. А на сегодняшний день кому, да, вот это И делать? поэтому мы смотрим только по логике того, что это карта урока, по такого типа урока, с такой целью урока, да, с такой выбранной ведущей технологией, с элементами того, и она прописана. Прописана четко по маршруту урока. А учителю как готовить аттестацию, где взять скелет вот этого технологического? Она же есть. Скелета полно. Да, даже я могу тебе дать скелет сейчас скинуть. У меня есть на флешке, я могу дать скелет этой карты, да. Скелет этой карты. А дальше еще что? Не путать деятельность ученика и действия. Это предметные, которые идут. Деятельность — это решает задачу, правильно? Такого-то типа, такого-то действия. Я задаю задания, которые побуждают ребенка делать какие действия? Анализ, сравнение и так далее. Деятельность учителя и заключается в постановке чего? Вопросов, представлений, заданий в организации общения. Ну, типа общения. Юлия Савина, вот вы действительно инвариантный, да, вот такой вот способ, да, вот озвучили. Но самое интересное, что очень по многим учителям, да, и это такой стон методистов в муниципалитетах, да, что зачастую вот до сих пор толком не почитали планируемые результаты, да, 7-й год в ГОСе, да, планируемый результат не прочитали, да, вот то, что мы наконец с начальной школы. И сначала прочитать, а потом цели простраивать, да, вот на год обучения, от года обучения к разделу, к уроку и так далее. Ну вот глобальная, Да. локальная, операциональная. Прямо вот они идут. То есть я бы не поверила, честно говоря, вот тогда, но когда это вот сталкиваешься, да, и с реальными учителями, реальными методистами, то да, на сегодняшний день это проблематично. С этого надо начинать Вы обучение. видите, на самом деле, да, рассчитывали, что учитель начальным классом, да, станет неким методистом для учителей с основной школы, да, вот с точки Сложно зрения операционализировать работы со планируемые стандартом, результаты, вот да. эти обобщенные. Вот мы сегодня с завучами только взяли один планируемый результат по окружающему миру, один, и посчитали, значит, мы его декомпозировали, да, расчленили, а потом каждый расчлененный мы еще операционализировали, и у нас получается на один только планируемый результат 9 заданий. 9. Это чисто тематический контроль уже. Но их надо уметь видеть. Расчленить. Ну вот дальше уже включается мастерство, да, и самостоятельность отдельного учителя, да, то есть если... Вот, да, если второе это направление, да, реализуется, видите. Второе, над чем работать надо, вот о чем сказала Екатерина Модестовна, работать над содержанием. Вот любой вопрос, который изучается, он должен быть учителем очень хорошо просчитан и проанализирован с точки зрения всего компонентного состава, знаниевого и деятельностного. И тогда, вот еще раз, если учитель сам не видит, из чего структурировано новое знание, тогда он будет вот так формально и подходить, вот брать вот в учебнике это упражнение, с чего мы решаем по науке. Оно не может так идти. Учебник, ребята, это учебник, книга для кого? Для ученика. И то уже в закрытом варианте идет. Да. Мне кажется, что вот эти вот проблемные затруднения, Содержательные. содержательные затруднения учителя, связанные с предметами,
Они ярче всего как раз проявляются на уроках окружающего мира. Вот это То есть если действительно где-то в так. математике и в русском, да, вот вроде бы все изучил учитель Там чтение, конкретика. да, тут вроде бы известны все единицы и все содержательные линии, да, смысловые, системные, а вот на окружающем мире действительно это проваливается, и как раз вот то, что учитель читает только учебник для ученика, на этом предмете это очень явно, да, проявляется. Это и на Вот, курсе Excel самые тоже самое. провальные конкурсные уроки, ну даже просто открытые уроки, как правило, проходят в контексте. То есть здесь действительно, наверное, нужно работать с хорошими учителями обществознания, да, вот по именно простраиванию уроков окружающего мира, потому что это вот такая целостная система. А, к слову сказать, обществознание самый сложный предмет в школе, да, с Нет точки такой зрения линейки, его скажем так, содержательного да? наполнения, да. То есть вот вам, пожалуйста, преемственность. Да, Очень если- тяжело, да, вот здесь быстрее, потому что еще раз, мы сейчас вообще стали очень мало, у нас очень сокращенные учебные планы в институте пошли по бакалавриату, и суть теоретических знаний по всем предметам практически стало даваться очень мало. Очень мало математики даем сейчас, очень мало русского языка, и совсем исчезло у нас вот то, что мы называем, это вот основа биологического образования. У нас раньше были курсы, кто учился, помните, анатомия, там, и так далее, вся систематика, да. Ничего нет вообще. Нет, абсолютно убрали все. Одна методика, естественно. И вот вы представляете, что сейчас будет твориться? Да. Школы, непонимание системы мира, и потом они должны это транслировать, получается, вылезать со стен вуза. Поскольку у нас как раз по окружающей Это катастрофа. Я просто жду, вот это еще, они сейчас начнут выходить, вот они уже начали с таким обрезанным полностью куском образования, это естественно научным куском полностью. Они только знают методику, так вот, знают 3, потому что предметы не знают. Причем здесь методика. Я всегда очень пугаюсь этого. Поэтому мы что увидим в школах относительно представлять целостные картины мира, выстраиваемые через окружающий мир. Это очень серьезно. Молодая учительница пришла и спрашивает, мужской, женский род существительных изучали, кошка какого рода? Ну, какого женского окончания? Так еще кот бывает. Ну, кот будет мужского рода. А как тут может быть? Я все. Одно животное, 2 рода. Да, это все, да. Детей будет учить делать. Она будет учить. И вот мы с такими знаниями, девочки, это не шутка уже. Мы с такими знаниями выпускаем, это плакать уже надо. А какой технологической карте уроков? На какой карте уроков, да, можно говорить. Требования к учителю относительно всего будут повышаться, и, скорее всего, они пойдут вот эти вот контрольно-измерительные материалы с точки зрения, видимо, решения профессиональных задач пойдут. О какой компетентности можно будет говорить? Это даже страшно вообще подумать. Или закончила тоже после института, да, девочка, ну, после университета учитель. 9, ну, понятно, что всю программу должна с детьми проходить. Дала ей вопрос по 9 классу. Решить задание, я говорю, вот геометрия, что-то я не могу вспомнить со школы. Как бы она говорит, вы думаете, я помню? Учитель математики в школе. И она без учебника не смогла мне ответить на вопрос, решить задачу. Вот так. Это называется практикоориентированный бакалавриат. Вот к чему мы пришли вот сейчас в подготовке кадров. Поэтому вот все вот эти вещи наши, они же сейчас просто вот выпадают, просто яркими становятся. Ну, в принципе, И все. это ведь зависит еще и от Работать руководства. некому. От руководства, потому что Конечно, вот у нас не выращивают кадры, да. так, еще и Ну, если вопросы будут потом, да. А? Чуть-чуть на самоанализе, чтобы потом... Самоанализ, да. Извините, я с вашими эмоциональными выходами забыла, что мы пришли к самоанализу. Так вот, И ведем трансляцию на всю республику. да, мы обсудили вопросы очень животрепещущие. Я думаю, что те, кто сидит нас и слушает, тоже где-то переживают вот эту ситуацию. Вот самоанализ. У вас после представленных уроков, конечно, это идеальный вариант. Написал технологическую карту, ее на МО обсудили, просмотрели, дал по этой карте урок, вот просто реальный урок дал.
вот, слушателям всем раздали, кто там сидит, там учителя или завуч, да, прошлись, еще раз вернулись к этой карте, правильно? Уже на основе самоанализа. И двигаться надо прямо по задачам, от планируемых результатов и по задачам, которые стояли. Вот планируемые результаты, они будут в конце. А пока я иду, вот как я анализирую вот свой урок, я иду по шагам, правильно? Я использовала, ведущая технология была такая, элементы такие, ну вот вступительное такое слово, и я иду по шагам. Итак, на этапе таком я решала такую задачу, или такие задачи, и был, с моей точки зрения, вот такой результат. Как я его отследила? Почему я уверена, что у меня дети прошли на этот результат? Потому что было такое задание, было то-то, то-то и так далее. Не получилось у меня на этом этапе, задача такая-то не оказалась нерешенной. Но не смогла я организовать коммуникацию на этом этапе, я работала только в русле фронтальной работы и так далее. На этапе решалась задача такая, результат этого этапа получился такой, как я не ожидала, да, что вызвало затруднение у детей, или наоборот, затруднение ничего на уроке не вызвало, тогда еще хуже. Это значит, ты работала в какой зоне у детей? Нет. Актуальной зоне работала. Значит, тебе этот урок надо было проводить? Не надо было проводить. Раз затруднений у детей не возникало, все счастливы и кричат, что я все умею, все знаю, значит, никакого личностного изменения в детях не произошло. И так далее, и так далее. И как мы пришли к выводам, что вот результат получили такой, какой я ожидала у большинства детей. И они проявили это на этом. Трудности возникали вот такие. Проблемы я увидела перед собой вот такие. Я не справлялась с задачей формирования тех компетенций, тех вопросов и так далее. Над чем надо работать дальше и как я над этим планирую работать. То есть это рефлексия называется. Профессиональная педагогическая рефлексия. Анализ своей деятельности, а не отчет. Или пересказ. В основном Как правило, пересказ. того, что я делала. Да. Причем в основном я сам. Я Заново только и очень счастлива. Информация. И когда спрашиваешь, вы удовлетворены своим уроком, все 100% очень удовлетворены. Все было детям легко, все понятно, все интересно. То есть весь урок мы детей развлекали, короче. Всем очень понравилось. Кстати, как на курсах повышения квалификации, да, если посидели и затруднений не испытали, да, Все счастливы. решили, что, собственно, я и так все это знал, да, вот, пожалуйста, да, то же самое. Это же такой эволюционный процесс, да, мы всегда должны в своем развитии, да, испытывать кризисы, да, какие-то затруднения. Нет, я показываю урок открытый, всегда проблемы есть, правильно? Всегда проблемы есть. Всегда есть какие-то вещи, которые я не смогла и показать, и проверить. Всегда есть вещи, которые вызвали у меня что? Волнение, сомнение, какую-то неудовлетворенность. Или, возможно, я обнаружила даже у детей, да, А у детей какой-то вдруг пробел, обнаружила. который, да, вот Да. я раньше не замечала. Тоже очень хорошая информация. Мне смогли ответить на вопрос, чему ты сегодня научился, я успела опросить 5 детей, остальные подняли руки. вопрос остался открытым. Вопрос остался, конечно, интересный, да. И как я буду это И как я выяснять? буду выяснять это, да. То есть не продуманное, да, вот я сразу открыла, что я не до конца продумала вот этот шаг. В общем, учитель-исследователь. Что? В общем, учитель-исследователь. Конечно. Нет, но если ты менеджер управления, то у тебя первый шаг – это рефлексия. Вот почему я еще советую начать, когда готовить новый урок, обязательно провести, углубиться в тот, который был до этого. Сначала провести, пока посуду моешь, там, пока едешь в автобусе, провести анализ, что там делаю. Вот. Ну, что делать, да, пока разговариваешь там.
А нет, ну хочешь сказать, Оля, что ты куда-то выпадаешь сильно, что ли? Ничего ты не выпадаешь из этой работы. Утром работать, днем работать. А вот Утром радуйтесь, работать, есть потом люди, часа которым работать. скучно бывает в И только автобусе, ночью а на вам работу. всегда хорошо. Опять А вам всегда хорошо. Не ворчите. Вот, Но да. что делать? Это диагноз, это не профессия, это диагноз. И дома, когда собирается, кто-то приходит просто так поговорить, оказалось, что малый педсовет. А вот, кстати, очень хороший прием, да, если мы все-таки продолжаем тему самоанализа, да, сегодняшнего урока проведенного, начните все же, опять же, не с себя любимого, это легко, да, я делала то-то, то-то, а вот перечислите, что делали у вас дети, и все эти их действия как-то привели к результату, который вы там себе планировали. Вот это вот самое занимательное, кстати. И текст рефлексия. самоанализа, извините, он идет. Дети решали задачу, успешно с ней справились. Вот они это пишут в самоанализе. Да. Мгм. И вот по ходу они детей вроде и прописывают, значит, все поняли. Ну, как самая мощная защита, но они же что-то делали. Спасибо за внимание. Спасибо, Емина Исаевна. Наверное, необходимо как-то в конце нашего собрания подвести резюме. Вот. Я загодя, когда готовилась, конечно, вынесла один из предложений, да, следующего собрания. Да, подольше немножечко зависаю. Значит, думаю, что все-таки нам необходимо как-то остановиться на единой модели самоанализа, потому что действительно учителя испытывают трудности, да, составления, да. И думаю, что, наверное, это решение нужно будет вынести, может быть, где-то вот проработать, да, совету нашего республиканского методического объединения, проработать это и вынести к следующему собранию уже готовую модель на обсуждение, да, потому что кто-то может не согласиться с той моделью, которую мы предлагаем. А я бы на вашем месте предложила Надежде Николаевне вести ее видение самоанализа. Вот почему бы не пойти от практику? Ну, это же в следующей предложение, встрече. да, это следующая встреча. Да. У нас там запланирована Екатерина была на Модель, следующей чтобы встрече она- как раз. Это ведь очень опытный человек может сделать, потому что все до тончайших. Нет, это Чтобы разумеется. дальше знать, Вот как это раз модель и самоанализа. измеряется. Модель Модель Чтобы самоанализа. шаблон, Да. Модель, Шаблон, да, шаблон да, для того, не чтобы надо углубляться, Да, да. Ты же не будешь давать образец, как это говорить, как делать, а шаблон надо То сделать. есть что с чем соотносится, да, что из чего вытекает. Откуда Какие мы тут идем, связи, вот да. по какой Да. логике начинаем рассуждать, к чему мы должны прийти, что там должно быть отражено. Первое вот так же, второе вот так. Например, может ли возникнуть цель, если я предварительно не скажу, что дети уже умеют и в чем они испытывают затруднения? Вот вам, пожалуйста, уже шаги, да, в модели. То есть есть ли смысл говорить о цели, да, которая вот ставится учителем, если про детей перед этим ни слова? Одна из основных проблем портфолио, да, то есть пишем портфолио, про детей там ни слова. Да, то есть по сути нет никакого анализа, да, класса, да, и вот трудностей. Даже в программе и Да. в плане воспитательной работы умудряемся не дать анализ того коллектива классного, с которым работаю, кому это все приложить-то вообще. Это вообще совсем... Это как-то настолько естественно, ты с этим коллективом работаешь каждый день, и приходят мысли. Я просто вот и пришла, потому что у меня аттестация последняя была впереди, новая, и поэтому то портфолио, что мы называем, было совершенно другое. Там нужно было просто представить какие-то результаты. А то, что нужно сделать анализ, да. да, это вот, Надежда не очень много Николаевна, нового. давайте вот действительно отрезюмируем, раз уж и здесь я осталась. Да, смотрите, 10-14 год, портфолио достижений, так и было объявлено. Он так и называется. 14- вот сейчас 18 до 20 это компетентностное портфолио, да, отражающее процессуальные составляющие. Мы давали еще несколько лет на перестройку. Да, то есть Только велись начали еще разъяснения и где-то так далее. Да? Вот поэтому Тебя не трогает, ты ведь не смотришь. Не смотришь это, да. Значит, у меня коллега портфолио, и он плачет после третьей доработки, поэтому... это еще хорошо, что количество доработок не было, да, сокращено. Да, это огромная нагрузка вот на тех же людей, которые эксперты. И большое спасибо экспертам. Они такие пишут докладные, как объяснение, как это сделать, что это молодцы просто работают девушки.
очень хорошо и качественно эксперты Да, работают. поэтому Чтобы эксперты еще не остальным это сказали, чтобы больше не перерабатывать столько Просто как-то вот материалов. на- А то вы говорите, что постоянно... да, Понимаете, вы когда готовитесь вот с того портфолио на это, никто же не собирал материал, правильно, и не анализировал. уважаемые коллеги, проблема-то системная, да, то есть речь идет о работе и методических служб, и, извините, самого учителя. Я могу говорить вот действительно о всех учителях. Мы зачастую на курсах с учителями основной и старшей школы ФГОС читать только начинаем. То есть представьте себе, до сих пор, да, хотя там тоже уже, да, неудивительно, некоторые начальные школы Тоже вообще не брали в руки, А вы знаете, вообще. То есть это вот только через... Спрашиваю учителя языковеда, прокомментируйте. У вас есть понятные результаты. Есть там разделы или нет? В том числе и завуч языковед. Мгм. Все сказали, что есть. И сегодня тоже А там вот даже именно- разделов нет, и они не понимают. Я говорю, Вот хорошо, именно найдите учителя. планируемый результат, который мы отнесем к программу. Нет, конечно. Найти не могли. Конечно, языковеды. и не смогут А, то есть найти. они не понимают, Они не что понимают. правописание у нас идет на основе фонетики, графики, морфологии, По морфеи. всем разделам. То есть когда, чтобы раздел этот составить, нужно обязательно с фонетикой вставить орфографию, с Вот морфемикой эти компонентные орфографию. части, Конечно, которые пойдут, они конечно, должны потому быть что прописаны. уже начинается интеграция, да, Да. всех разделов на следующей ступени. А отсюда и учителя А не мы видят говорим о это. планированных Правильно? Я результатах, просто которые- научился писать слово с этой орфограммой. Вот тебе привет, все. Сделал. Это правда, это правда. Звонят заучи, да, задают вопросы. Вот аттестовался учитель математики. Эксперт математик же учитель, ему пишут, да, вы представили фонограмму, даже не конспект урока. Зауч спрашивает, мы никакую аудиозапись не представляли. Ну вот все, да, вот, пожалуйста. И зауч искренне так интересуется. А вы что там, на каком-то своем языке говорите? Я говорю, да нет, на общепедагогическом. Потом зауч задает еще вопросы, да, из которых становится ясным, что, ну, действительно, и он не владеет, да, элементарной даже терминологией. Бог с ним, с фонограммой. Ну, так же, как это текст. Это какие тексты на математике вообще? Это что такое? У нас, знаете, на совещаниях очень часто декларируют в основном об управлении качественным образованием. Вопрос становится, чем интересно управляют. Потому что нет точечного, над чем управлять. Все планируемые результаты и понятно, где, что и что. Вот оно у нас и в аттестационных Ну, чем подходах, процесс и в управления промежуточной Я аттестации. когда рисую, там вот управляю вход, вот он вход, и вот все, что на входе. Это от вчерашнего у тебя идет, вот все, что на входе. Вот у тебя диагностика входная, вот у тебя, значит, целевой компонент выплывает, вот у тебя прогноз урока выплывает. И он совсем может не сходиться с тем, что ты там понаписал. И вот это тоже в уроке, правильно? Я запланировала, срез дела, вот маленького провела тестовую работу, а они мне и выдали. Я эту тему не могу и начинать вообще. Вот. Дальше идет деление на шаги, вот это урока и с результатом, и с обратной связью всякое. Управляем, как ребенок двигается сам. И, наконец, выход. Вот выход, рефлексивный компонент. Вот эта вся система управления, которую Талызина нам ласково так все нарисовала, показала, она сейчас должна идти просто в работу каждого учителя. Уважаемые коллеги, вот знаете, зачастую бывает полезно со стороны посмотреть на другие, да, должности. У меня вчера был диалог с воспитателем коррекционной школы-интерната. То есть она искренне так спрашивает, а как же вот это вот и организовать, да еще плюс еще и прописать в технологической карте, если группа разновозрастная. Я говорю, а так и есть, да, задача строится под каждый возраст, да, то есть в диалоге, Конечно. в каждом этапе урока вы прогнозируете, что у вас Движение делает по каждый каждому возраст. возрасту, да. То есть понятно, что минимальный уровень для одного возраста, да, будет там каким-то средним уровнем для другого возраста, но тем не менее вот он минимакс деятельности. А я вам еще раз говорю, это делают даже не учителя, воспитатели, да, коррекционных детских домов, школ-интернатов. Это хорошо показали в 200, правильно? Вот этот минимакс, он же там всплыл у нас, и там обоснованно был показан. Хотя Замков уже про него говорил, обеспечить среду развития каждому ребенку в соответствии, да, с возможностями усвоения. А они прописали технологически это и контрольно.
с точки зрения измерительных результатов. Чем мне эта система нравится вообще, вот этой там системной жесткостью технологической. Ну да, ну вот я говорю, при всем при том, чтобы мы себя не жалели, да, вот есть еще вот та сторона, которая это также делается, да. Это также делается. Ну что, уважаемые коллеги, наверное, мы на этом заканчиваем. Материалы вот нашего собрания и те материалы, которые о чем мы говорили, да, о модели карты, да, технологической, о модели самоанализа урока, это будет все размещено на портале «Открытое образование», где у нас страничка начальная школа есть. И на сайте института у нас есть также раздел «Видеозал», можно туда пройти и просмотреть еще раз наше собрание. Большое всем спасибо, всем присутствующим онлайн, работающим с нами. Эмилия Исаевна, вам особое спасибо. Светлана Анатольевна, спасибо за работу Анна на Александровна, собрании. спасибо. Екатерина Модестовна, Спасибо всем коллегам, спасибо Я большое. думаю, что, я надеюсь, что у нас это не последняя встреча, то есть, потому что проблема действительно очень большая. А вы надеетесь? Так, ну ты будешь брать, Надя, Будем, что ж, карту да, там? обязательно. Обязательно. Она где? Я ее